Башкирского государственного университета был особенно продуктивным. И мы не о студенческой весне. О чем же, узнаем в этом выпуске Профньюз. Полуфинал Лиги КВН. Финал по баскетболу среди мужских команд. Волонтерская академия. Совсем нет настроения в эту затяжную зиму. Как же его поднять? Лига КВН в Башгу. Улыбнет, рассмешит, запомнится. On myself, think I'll dust them off, put them back up on the shelf. Kiss my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Полный зал людей, лица участников, пытающихся скрыть свое волнение, смех и, конечно же, море шуток. Все это только сегодня и только здесь, в актовом зале Башгу. Итак, мы начинаем КВН. Главная сцена Башкирского государственного университета собрала 7 команд, которые поборолись за места в финале. Первое в этом году состязание состояло из 3 конкурсов – визитки, разминки и видеоконкурса, каждый из которых оценивалась баллами от 1 до 5. Моя цель прибытия на КВН – получить невероятный заряд энергии от всех участников, потому что они очень много вкладывают в свою работу. Я болела за команду «Беспредел Матфака». Желаю командам не терять тот запал, с которым они приходят играть. На протяжении всей игры ребята буквально не давали залу передохнуть. Каждую секунду со сцены были слышны искрометные шутки. Жюри в этот вечер представляли редактор Лиги КВН Башгу Дмитрий Ивлев, руководитель Башкортостанского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Ирина Сухарева, актер команды КВН сборной «Амарийцев» и резидент «Сметана Камеди» Максим Тимершин, руководитель «Сметана Камеди» Кирилл Шадрин и Елена Стенкина, художественный руководитель студенческого клуба Башгу. Впечатление от сегодняшней игры клевые, очень позитивные команды, заряжает атмосфера, и не устаю повторять, в Башгу самый добрый теплый зал. Ставки на финал рано загадывать. Сам лично я ни за кого не болел. Каждая команда — это как отдельный такой организм, механизм. Все они наши ребятишки, детишки, очень их всех любим. По итогам игры первое место заняла сборная Института истории и государственного управления, второе – команда КВН «Сами такие» и третье – сборная физико-технического института. А также в финал прошла сборная Института права. Команды были награждены грамотами и интересными призами от спонсоров. Очень хорошие впечатления. Мощные, взрывные. Да. А главное на сцене словить кайф. В любом случае, перед каждой игрой есть волнение, но оно уходит с первым же выходом на сцену. Главное не зазнаваться, потому что впереди еще финал. Все шутки рассказаны, все миниатюры отыграны. Это значит лишь одно. Завершился полуфинал фестиваля Лиги КВН Башгу. Надеемся, что все команды довольны своим выступлением, а каждый зритель посмеялся от души. Динара Шафигуллина, Динар Халимов, специально для Правком ТВ. Как же холодно, где же согреться? Я знаю, где жарко. На финале по мужскому баскетболу. Находимся на межфакультетской игре по баскетболу, где за первое место сегодня борются команды Института экономики, финансов и бизнеса и физико-технический институт. В течение нескольких недель в спортивном комплексе Башкирского государственного университета проходили игры среди мужских команд, но сильнейшие оказались сборная Института экономики, финансов и бизнеса и физико-технический институт. Финал был напряженный, между участниками шла упорная борьба за призовое место, а в зале тем временем царила атмосфера спортивного духа. Мы поддерживаем всех, потому что мы из Болельщики вовсю поддерживали свои команды. Кто-то даже отличился специальными кричалками, а кто-то просто был зрителем. Но всех их объединяло одно – это вера в победу. Финальный турнир можно было сравнить с фильмом «Движение вверх», в котором команда России за 3 секунды стала победителем. Также и в этой игре на первых минутах лидировала команда Института экономики, финансов и бизнеса, не уступая своим соперникам. Но дальше игра становилась все жарче, а борьба между участниками сильнее, и команда физико-технического института на последних 3 минутах вырвалась вперед со счетом 50-44. Участники были награждены медалями, кубками и почетными грамотами. Игра вообще круто, суперски сложилась. Шла равная борьба, первая, вторая, третья четверть.
4-й вы уже начали кто начал опережать, кто наоборот. Мне понравилось и вообще оцениваю отличные соревнования. У вас много болельщиков приходит, мне это очень нравится, это забавляет. Ну, впечатление положительное изначально, я думал, что эконом выиграет, конечно. Но потом ребята молодцы. Больше всего запомнилось, конечно, 4 трешки подряд. Это вообще было восхитительно. Турнир по баскетболу среди мужских команд закончен, а теперь пришла пора передать эстафету женским командам. Алео Разбахтина, Владислав Пискунов, Рамиль Шарафудинов, специально для Правком ТВ. 2018 год – год добровольца. Интересно, много ли в Уфе людей, которые хотят стать волонтерами? Где самое большое число волонтеров на 1 квадратный метр? Конечно же здесь, в Уфимском государственном авиационном техническом университете, на форуме «Волонтерская академия». Это полезное мероприятие прошло 24 марта. В этом году оно собрало уже во 2-й раз более 100 добровольцев со всей республики. Волонтерская академия мне даст огромный опыт, который мне поможет в волонтерской деятельности. Я считаю, что волонтер должен обладать, во-первых, искренностью в своих поступках, действиях, потому что когда ты помогаешь людям, когда ты их координируешь, необходимо, наверное, какой-то душевный порыв. Волонтер также должен быть очень дружелюбным и активным как раз-таки, и не бояться говорить с людьми. Волонтерам пожелать успехов и продолжать волонтерить и никогда не сдаваться. Первым делом все участники прошли регистрацию, далее прошло открытие, а позднее встреча со спикерами. Надо рассказать всем, что будет в этом году происходить, какие изменения ждут волонтерство в целом, что означает конкурс для волонтеров и какие возможности есть у каждого из вас. Сейчас новый тренд, то что волонтерство не в событиях, а волонтерство в лицах. В этом году лекторы работали по 4 направлениям. Гульназ Гизатуллина провела мастер-класс на командообразование. Тимур Гадельшин рассказал о версии волонтера 2018 года. Ильнара Бадалова пояснила о роли добровольца в обществе. А Регина Билалова провела лекцию о том, как мотивировать себя и не отказаться от своей цели. Начинающим волонтерам скажу то, что надо просто делать, не бояться, избавляться от своих комплексов. Комплексы, они только тянут всегда на дно. И, конечно же, посещать такие мероприятия, как волонтерская академия, которую мы организуем, чтобы повысить свои компетенции. Новые знакомства, огромное количество интересных организаций и, конечно же, море положительных эмоций. За это спасибо Волонтерской академии. Динара Шафигуллина, Линда Валиева, специально для Правком ТВ. Несмотря на то, что на улице до сих пор холода и идет снег, мы искренне желаем вам весеннего настроения, эмоций и улыбок.